в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро, дорогие друзья! 28 июля 2021 года, среда, на «Эхе Москвы» в Уфе стартует очередной уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы транслируемся в Ютубе, поэтому переходите туда, там есть чат, присылайте свои вопросы и реплики, тем более во второй половине часа. Сегодня у нас два гостя. Да, поговорим совершенно на разные темы. Поговорим на тему, во-первых, возможных злоупотреблений, связанных с сотрудниками полиции, так скажу, хотя тут как бы вот в какую сторону злоупотребления. Одни полицейские против других, скажем так, одни силовики против других. Более подробно обсудим эту тему с Дианой Тепловой, с супругой одного из фигурантов вот этого сложного запутанного дела. Также надеемся поговорить с активисткой Аллой Яковлевой на тему ее нерегистрации в качестве кандидата на выборах в Горсовет. Мы послушаем в первой части фрагмент эфира с Арсеном Нуриджановым, поголосуем и почитаем прессу, так что график плотный, предлагаю перейти сразу к делу, к прессе. Скажу сразу от себя, что вчера присутствовал на круглом столе, который был организован Общественной палатой, неважно где, на тему выборов, на тему некого соглашения между партиями о том, что совместно нужно все это дело провести качественно, безопасно с точки зрения коронавируса, а главное честно. Послушал я выступление руководителя штаба по наблюдению за выборами Ольги Панчихиной, других спикеров послушал. Ну, к слову скажу, что из крупнейших партий там присутствовал представитель лишь «Единой России» Рустем Ахмадинуров. Именно это единственная парламентская партия, которая подписала вот это соглашение. Там был целый ряд. Партия пенсионеров, партия зеленых, там всякие партии за социальную справедливость. Короче говоря, партии, которые зарегистрированы Минюстом, они существуют, но их нет ни в региональном, ни в федеральном парламенте. «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ вот в это соглашение не вступили, и до сих пор до конца непонятно, кстати говоря, почему они этого не сделали. По мнению организаторов мероприятия, эти партии отказываются, хотят идти своим путем, а по словам представителей этих партий, с которыми разговаривал Айдар, да, они говорят, что не в курсе даже. Да, они об этом не слышали, но, конечно, я могу предположить, что, возможно, куда-то там им на почту какое-нибудь приглашение упало, и просто кто-то прочитал и ничего не сделал, и остальным не рассказал. Но, кстати, вот по словам Валеха Аббасова, юриста, он вчера выступал, я видел это выступление, ответ как раз на ваш вопрос, он сказал, что изначально партии вроде бы соглашались, они как-то, выступали точно не отрицательно, не негативно к этому относились, но потом куда-то пропали просто. Да, возникает, наверное, резонный вопрос, а зачем все это надо, к чему это приведет, даст ли это какие-то плоды? Да, это вопрос такой, скорее, риторический вопрос в воздух. Я лишь согласен с тем, что говорить, в принципе, об открытости и честности выборов надо, и лишним это не будет именно с этой точки зрения, и призывать людей, неравнодушных к участию в этом процессе не только в качестве избирателей, но и в качестве наблюдателей прежде всего. Но я в очередной раз услышал от Ольги Панчихиной и получил некое подтверждение, что все желающие наблюдать на выборах получат направление от Общественной палаты для этой цели. У них там уже набрано несколько тысяч человек по разнарядке, скажем, да, по республике, но, в общем, для желающих делать это искренне и добровольно место всегда найдется. Поэтому, друзья мои, вот на фоне того, что многим не нравится ситуация с выборами, на фоне того, что вы критикуете этот институт и заслуженно критикуете, есть возможность посмотреть и повлиять на это изнутри. Реальная возможность, не оставаясь дома на диване. Поэтому обращайтесь в Общественную палату, получайте направление и наблюдайте. Потом вместе сопоставим наши результаты, обсудим их в эфире и уже будем делать выводы, что с этим делать дальше. Но если не Общественная палата, есть еще, например, общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», которое тоже набирает наблюдателей и обучает. Оно обучает, но направления для того, чтобы прийти с бумагой на избирательный участок, выдают либо партии, либо Общественная палата. То есть, например, если вы являетесь сторонником той или иной партии, да, нет проблем получить у них. Но там, знаете, тоже бывают некие казусы, когда выдают двум
разным наблюдателям, настоящему, например, да, активисту, и в последний вечер выдают какому-нибудь подставному, который завтра придет, займет ваше место, а двоих от партии не пустят. То есть, как бы такой риск есть. Поэтому, да, возможности есть, выбирайте, но вот как бы главное не сидеть сложа руки, как говорится. «Эхо Москвы» в Уфе. Материал: суд перенес предварительное заседание по иску МВД по Башкирии к сторонникам Алексея Навального из-за недостаточности доказательств. Вот так. Что за иски? Несколько исков от Министерства внутренних дел по республике к Лилии Чанышевой, Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину. Общая сумма требований к троим составляет чуть больше 600 даже тысяч рублей. И сумма требований к Ольге Комлевой больше 1 миллиона рублей. МВД просит компенсировать расходы, связанные с оплатой сверхурочной работы полицейских и транспорта во время несогласованных акций протеста в январе. При этом вчера состоялось предварительное заседание по иску, сумма требований по которому 529 тысяч рублей, это сразу к троим. Как рассказала нам Лилия Чанышева, судья Ирина Соколова Кировского райсуда Уфы отказалась принять от представителя министерства документы, которые должны были обосновать требования министерства. По словам Чанышевой, в этих документах нет, во-первых, они обезличены, там нет имен полицейских. Конкретики нет. Да, там нет данных о том, сколько было каждому полицейскому выплачено, почему именно 529 тысяч, какой транспорт использовался, на протяжении какого времени и так далее. То есть нет просто подробностей. МВД принесли бумажку, Ольга Комлева ее публиковала у себя на странице в соцсетях, там просто пустая бумажка с надписью «Требуем возместить 529 тысяч рублей». Любопытнейший кейс с точки зрения того, как, по крайней мере, судья приступила к работе, да, то есть прям очень так досконально, скажем так. Ну, тут иначе, мне кажется, невозможно просто, даже учитывая нашу российскую судебную систему, но это дело не засекреченное. Судья может использовать традиционную формулировку: нет оснований не доверять сотрудникам полиции, которые принесли бумажку. Какая бы эта бумажка ни была, она может принять ее к исполнению и сказать: вот сумма указана, я доверяю, поэтому извольте. Но, насколько я знаю, там есть определенные процедуры, суд все-таки должен иметь доказательства именно вот этой суммы, чтобы она была обоснована. Это, знаешь, в идеальной картине мира. Но, опять-таки, вот в данном случае выглядит пока очень неплохо. Да, будем дальше следить. наблюдать. Нам тут пишет Зайнула: хоть миллион наблюдателей, будет, как решили заранее, наблюдать за этим фарсом, участвовать в преступлении власти. Вот категорически не согласен. Я всякий раз привожу примеры со своего участка, где я работаю. Например, на выборах в Курултай в 2018 году у меня на участке победила партия КПРФ, как по одномандатному округу, так и по партийному списку. А представляете, что случилось бы, если бы не миллион, а 8 тысяч человек по всей республике, то есть по 2 на участке, сидели бы и подтвердили бы результат. У нас совершенно другой состав мог бы быть теоретически у, значит, госсобрания. Таких примеров могу приводить сотни и буду стоять на своем твердо. Ну, по мнению некоторых спикеров, при таком раскладе, так скажем, политическая элита, она не отдаст власть. Это можем рассуждать. Так, да. Мы можем рассуждать о том, что и кандидаты там не те на начальном этапе и прочее, прочее. Тут множество есть нюансов, но результат все равно может быть другим. Сам по себе другой результат тоже, конечно, не решение всех проблем, но это совершенно другая история. Идель Реалии. УФАС Башкортостана обязал Минобр республики отозвать рекомендации по выбору школьной формы. Вот так об этом написали многие. Мы Идель Реалии взяли. Надзорное ведомство обнаружило признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Республиканского министерства образования и науки. Я напомню, ведомство рекомендовало выбирать школьную форму единого образца, разработанную Ассоциацией предприятий легкой промышленности Башкортостана. Свои рекомендации Минобр направлял в адрес муниципальных отделов образования, следует из опубликованного в базе решений ФАС предупреждения. И в действиях Министерства образования и науки содержатся признаки нарушений части 1 статьи 15 закона номер 135 в части представления непредусмотренных федеральным законодательством преимуществ участникам этой самой ассоциации. Решение Министерства способствовало созданию дискриминационных условий, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Вот так. Угу. Ну что ж. Ну что, единая школьная форма, получается, невозможно, либо ее нужно как-то иначе в общем, долгая история, многолетняя, да, как бы так или иначе же более-менее, мне кажется, то, что есть сейчас, нормально. То есть некая форма есть, но есть отличия небольшие по школам, и, в общем, дети, по крайней мере, там до 5-6 класса более-менее соблюдают, нормально. Пруфы про дело Ильдара Юмагулова, избитого активиста из Баймакского района, пишут со ссылкой на некий документ, который есть у них от источника. Так вот, в этом
этом документе говорится, что помимо возбужденного дела по части 2 статьи 213 о хулиганстве, совершенной группой лиц, также есть второе дело, значит, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», статья 111. Данные дела объединены в одно, говорится в документе. В тексте упоминается, что в настоящее время виновные в совершении данных преступлений установлены, и в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия по установлению и доказыванию вины обвиняемых. Вот тут, в общем, и напоминает нам издание, что на прошлой неделе стало известно, что по делу Имагулова, это, кстати, его были сведения, да, он сам об этом рассказывал, в том числе нашей редакции, якобы было задержано руководство общественной организации «Союз общественных инициатив Зауралья». В числе подозреваемых в избиении якобы оказались председатель Идель Султанов, его заместитель Азамат Курбангулов, а также житель Сергей Логинов. Вот эта вся информация официальных подтверждений нигде не нашла, в общем, но она муссируется, так или иначе обсуждается, но МВД, опять же, официальных данных пока не приводит, в том числе и нашему изданию, они ничего не рассказали. Ну да, они, как всегда, отказались что-либо комментировать, но это не часто. Как всегда, как часто бывает, да. Как в большинстве случаев бывает, да. Когда они дают какой-то комментарий, это скорее исключение, вот если по моему опыту судить. Кстати, пруфы приводят скриншот со сайта правительства Башкирии. Здесь пресс-релиз про Азата Бадранова, который с рабочей поездкой посетил Зауралье. Здесь как раз он поехал туда совместно с активом Союза общественных инициатив Зауралье. Он побывал в детско-юношеской спортивной школе Сибай и Сибайском колледже строительства и сервиса. Тут фотографии совместные, но напомним, вот эти активисты из этого союза, они часто на фотографиях и с Радием Хабировым, и с Азатом Бадрановым появлялись. Вот так. Ну, видимо, как-то связаны или нет, тут уже судить как бы не нам. Что дальше? В пруфы, опять же, пишут: большое сливание. В Башкирии объединят несколько больниц и поликлиника. Соответствующий приказ появился на сайте Минздрава Башкирии. Объединят целый ряд районных больниц и поликлиник Уфы. В результате планируется высвободить административный персонал под угрозой сотни рабочих мест. Вот конкретно, значит, к городской больнице номер 18 присоединятся поликлиники номер 38 и 2. К 8-й больнице 10-я больница и 32-я поликлиника и так далее. Здесь большой довольно процесс список. по всей республике. Ну, видимо, пресловутая оптимизация идет. Я, кстати, надеюсь, на следующей неделе в гостях «Эхо» дождаться министра здравоохранения Максима Забелина и эту тему в том числе обсудить. А пока время обзора прессы у нас истекло, и сейчас предлагаем послушать вам фрагмент программы «Персонально ваш» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Избирательная комиссия Уфы не допустила до выборов кандидата-самовыдвиженца, активистку Аллу Яковлеву, которая на протяжении долгого времени уже борется с незаконными, по ее мнению, действиями застройщиков в Уфе. Не допустили, потому что забраковали 22 подписи, и таким образом у нее не хватило одного голоса избирателя для того, чтобы быть зарегистрированным активистом. При этом Алла Яковлева довольно известный человек в Уфе, особенно в своем округе, я думаю. Что это такое? Действительно ли вот так легко можно в современной России просто неугодного, вероятно, человека снять с выборов, забраковав столько подписей, чтобы просто человек не попал, так скажем, на грани, да, одного голоса всего не хватило? Да, действительно, это такая технология сегодня у правящей власти. А поскольку всевозможные центры избиркомы, в том числе и городские, они так или иначе зависимы от власти, то они выполняют задание это, таким образом снимают ненужных власти кандидатов, неугодных ей с выборов. Это не сегодня, это было и в прошлом году, мы наблюдали это в Москве, и на других выборах, это сплошь и рядом. Конечно, есть возможность судиться, доказывать, что подписи правильные все, но это потребует времени. Даже если выиграет этот суд в той или иной степени, то не факт, что у него останется время на агитацию, на проведение, собственно, самой предвыборной работы. Стоит ли в таком случае вообще использовать инструмент самовыдвижения для того, чтобы получить мандат депутата, если в любом случае, даже если затрачено очень много сил, времени, денег особенно, да, это касается кампаний в Госдуму, например, стоит ли стараться, если вот так могут довольно нагло взять и не зарегистрировать кандидата из-за того, что у него одного голоса не хватило? Раньше бы я сказал, что да, конечно, надо пытаться, и надо, в общем, что-то делать, и не стоять на месте, бороться. Но вот сейчас, глядя на перспективу последних 4-5 лет, я, честно говоря, не вижу какой-то перспективы у самовыдвиженцев, и считаю, что это абсолютно, к сожалению, потраченное время, силы и деньги будут. Никакого успеха они не достигнут.
Власть очень приноровилась снимать и не допускать до выборов тех кандидатов, которые она не хочет видеть, даже в таком совершенно уже обескровленном, кастрированном депутатском корпусе всех уровней. Даже там она боится какого-то проявления инакомыслия. И это очень печально. С одной стороны, для общества, что общество не может своих представителей продвинуть даже в представительские органы власти. С другой стороны, это плохо, потому что инициативные люди разочаровываются и отворачиваются от этих процессов. И в итоге происходит всеобщая деградация. Мы деградируем. Если власть считает, что зачистив таким образом всю поляну, она формирует себе достойную победу, то это не так. Я напомню, например, что накануне февральской революции царское правительство считало, что очень удачно расправилось со всеми инакомыслящими. Все практически, кто мог, сидел на каторгах в тюрьмах. Часть большевиков, ну и тех, кто примкнул к ним, были в эмиграции и считала, что ничего не угрожает. И рейтинг власти был колоссальный, да, и депутаты всех уровней были провластные. Но, тем не менее, чем это закончилось, мы уже видели. Но мы знаем, каким образом в то время действовала оппозиция. Это совсем не то, что сейчас. Ситуация отличается, на мой взгляд. Ну, конечно, да. Надо отдать должное основателю Коммунистической партии Владимиру Ильичу Ленину, что он сумел из совершенно разрозненных лидеров различных оппозиционных течений создать, тем не менее, определенную силу, которая действовала объединенно. Да, там были колоссальные разногласия, и программные разногласия, и политические, и прочее, прочее. И потом мы видели, чем это закончились, эти разногласия, как они были устранены. Да? То есть большевики фактически, придя к власти, перебили всех тех, с кем они власть захватывали. Но, тем не менее, это было сделано. И сейчас мы видим, что оппозиция, к сожалению, уже много лет, начиная фактически с 1999 года, когда впервые на выборах появился Союз правых сил, яблоко были парламентской партии. Так оппозиция не сумела объединиться. Мы это видели и в 2011 году, когда была Болотная. Да? Лидеры оппозиции считают себя очень умными, очень правильными и не хотят признавать чье-то другое влияние, идти на компромиссы и как-то достигать общей цели. В то время как власть очень монолитна. В оппозиции очень умные, грамотные, образованные, творчески мыслящие, креативно мыслящие люди, безусловно, так. Там цвет нашего общества, но, к сожалению, они не могут объединиться, в этом и беда. Во власти сегодня отрицательный отбор, туда идут не самые лучшие представители нашего народа, молчи, делай, что прикажут и так далее. То есть люди, абсолютно лишенные каких-либо нравственных, политических и прочих принципов, троечники, середняки, но они очень монолитны. Ну что ж, это был Арсен Нуриджанов, который был вчера у нас в эфире программы «Персонально ваш». Кстати, сегодня в «Персонально ваш» ожидаем председателя партии «Яблоко», федерального, скажем так, «Яблоко» Николая Рыбакова. Он будет у нас на прямой видеосвязи. А пока перейдем к голосованию. Мы с Арсеном Нуриджановым говорили вчера в целом о таком тезисе, который часто люди, наши россияне, так скажем, высказывают: я вне политики, политика не для меня, пусть там кто-нибудь этой политикой другой занимается. И вопрос вам хотелось такой задать: важно ли для вас, что происходит в политической жизни страны, республики, города, района вашего, населенного пункта какого-то другого? То есть про вас ли этот тезис? Вы в политике или вне политики, в конце концов? Да, политика — это важнейшая часть общественной жизни. Если вы так считаете, ваш номер телефона 262 72 47. Если вы вне политики, пусть о ней думают другие. 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Вы все-таки относитесь к вопросу политики с пониманием хотя бы, да, то есть не отстраняетесь, и когда к вам обращаются или обратились бы, например, за подписью потенциальные кандидаты в Госдуму, вы бы не стали говорить «я вне политики». Вы в ней 262 72 47. Если все-таки вы вне этой самой пресловутой политики, но почему-то слушаете «Эхо Москвы», то ваш телефон 262 72 48. Ну да. Нет, на самом деле я знаю людей, которые вне политики, которые никак
никак не хотят принимать участие в этой общественно-политической жизни, но они слушают «Эхо Москвы», им просто интересно, так скажем. А в целом что-то делать для этого, для изменения ситуации они не хотят или боятся. Ну, мне кажется, да, тут скорее второе, это люди, которые находятся в процессе вот этого некого созревания, да, раз человек слушает общественно-политическую радиостанцию, наверное, все-таки ему не совсем все равно, скажем так. И видно по старту голосования, оно довольно активное, и в одну сторону пока что у нас тенденция идет, но если есть среди вас те, кто считают, что у нас иначе, то голосуйте. Еще раз напомним, 262-72-47. Вы считаете, что вы находитесь все-таки в политической повестке и готовы участвовать в виде проставления подписей, в виде хождения на выборы в той или иной роли избирателя или наблюдателя или даже кандидата. 262-72-47. Нет, для вас это неинтересно, опасно, это бесполезно и бесперспективно в условиях Российской Федерации. 262-72-48. Ну, наверное, мы тут не можем, да, разных позиций придерживаться, просто потому что мы работаем журналистами на «Эхо Москвы», и тут все да, однозначно. заложники мы своей ситуации. В принципе, да, голосование такое, наверное, репрезентативным в условиях нашей радиостанции быть не может, но, опять же, для нас это скорее такое развлечение, небольшой срез. И можем итоги подводить, они довольно-таки обнадеживающие в этом смысле. Что мы видим? Так, ровно, минуточку... 81% в политике и всего 19% всего лишь говорят, что они вне нее. Такие у нас цифры, друзья. Мы уходим на федеральные уфимские новости и вернемся во второй части эфира с гостями. Шесть 30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Из подъезда жилого дома в Барнауле, где произошел взрыв газа, эвакуировали жильцов. Об этом ТАСС сообщили в МинЧС. Сейчас специалисты оценивают степень повреждения конструкции дома. Число эвакуированных не уточняется. Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали пожилая женщина и девочка. Они госпитализированы. Джо Байден считает, что Россия уже сейчас вмешивается в промежуточные американские выборы 2022 года. Выступая перед руководством и сотрудниками разведсообщества, президент США назвал это явным нарушением суверенитета страны. Москва неоднократно на высоком уровне отвергала утверждение Вашингтона о вмешательстве в американские институты. Международный валютный фонд снова повысил прогноз роста экономики России на 2021 год. На этот раз до 4,4%. Эти оценки оказались даже более оптимистичными, чем в недавних прогнозах Минэкономразвития и Банка России. Одновременно МВФ ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году, понизив его до 3,1% вместо апрельской оценки в 3,8%. Презентация предвыборной программы партии КПРФ «10 шагов к народовластию» состоится сегодня. Депутат Валерий Рашкин объяснил, что новая программа основана на необходимости смены власти. Мы считаем, что пришло время отвечать этой власти, она должна ответить. На созидание эта власть, уже показали десятилетия, она не способна. И далее, что эта система, в общем-то, не подлежит ремонту. Эту систему надо менять. Пора менять власть. Пришло время созидать, а не разрушать. И что эта команда, она не способна созидать. Поэтому надо менять команду, надо запускать другой механизм социально-экономического развития, который есть у Компартии Российской Федерации. Рашкин отметил, что ситуация в стране изменилась в худшую сторону, и одной из главных российских проблем назвал обнищание населения, банкротство предприятий во время пандемии коронавируса. Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от ковида. Как передает ТАСС, отныне их следует носить повсеместно, где имеет место значительное и быстрое распространение коронавируса, в том числе в учебных заведениях. Санитарные службы предупреждают, что в редких случаях вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью дельта, уже после прививки могут быть заразными и передавать вирус другим.
В Москве сейчас 19 градусов, днем 24-26, ожидается небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Если хочешь сэкономить, вот простой совет. Лови момент, иди в Фармленд. Посмотри, какая скидка и ассортимент. И приходи скорей в Фармленд. В аптеках Фармленд. Полисорб 35 грамм 333 рубля. Линекс Форте 14 капсул 555 рублей. Фармленд, что надо. Срок акции с 12 по 31 июля 2021 года. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе новости. В студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Мэрия обещает расселить 2 особняка в исторической части Уфы. Администрация города планирует расселить выявленные памятники культуры: дом Тевкелевых на улице Расулева, 11 и дом Смирнова на улице Мустая Карима, 5. Следует из постановления мэрии 21 июля, сообщает издание «Коммерсант Уфа». Дома являются аварийными и в дальнейшем подлежат реконструкции или реставрации, указано в документе. Жилые и нежилые помещения будут изъяты для муниципальных нужд, а жильцы выселены с предоставлением других благоустроенных помещений по договорам социального найма, сообщается в постановлении. Как сообщили «Коммерсант» в пресс-службе мэрии Уфы, в доме Тевкелевых расселению подлежат 17 квартир. Во втором расселены 4 из 15 квартир. Порядок и способ передачи объектов культурного наследия для мероприятий по сохранению будет определяться индивидуально, отмечается в сообщении. После расселения дома нужно перевести в категорию нежилого фонда, зарегистрировать право муниципальной собственности на здание и образовать земельный участок под зданием, отметили в мэрии. На вопрос о том, запланированы ли в бюджете города средства на реставрацию этих домов, в пресс-службе не ответили. Дом Тевкелевых, построенный в 1860-х годах, принадлежал муфтию Салимгарею Тевкелеву, затем был подарен мечети. После революции перешел в собственность наркомпроса, затем горкомхоза. Дом по улице Карима, 5, построенный в начале 20 века, принадлежал члену Уфимской городской управы Алексею Смирнову. До революции в нем находилась губернская тюремная инспекция и тюремное отделение Уфимского губернского правления. Напомним, как ранее сообщало «Эхо», ряд архзащитников выступали с требованием к мэрии после расселения исторических домов сразу же ставить их на охрану и заколачивать входы. Так уже подверглись разорению многие дома в Уфе. С некоторых сняты металлические лестницы, сбита лепнина, в домах ночуют бомжи. Архзащитники подозревают, что объекты культурного наследия намеренно отдаются вандалам для их поджогов, чтобы можно было зачистить площадки в Старой Уфе под строительство. Башавтотранс обещает не вводить жесткий антиковидный контроль на междугородних автобусах. В междугородних автобусах Башавтотранса не будут проверять наличие вакцинации. Об этом сообщает портал Уфа-1 со ссылкой на гендиректора Башавтотранса Надира Самиева. Он сослался на решение главы Башкирии Ради Хабирова, который накануне в 4-й раз перенес вступление в силу новых, более жестких антиковидных мер. При этом, отметил Самиев, по-прежнему действует масочный режим на автовокзалах и в автобусах, а также проводится обработка их салонов. После объявления о том, что на автобусах госперевозчика нельзя будет проехать без справки, в соцсетях поднялась паника студентов. Те не знают, как успеют выбраться из отдаленных сел в Уфу к началу учебного года, не сделав прививку от ковида, на которую существует 2-недельная очередь. По данным Яндекс.Погоды, в Уфе сейчас плюс 15, днем малооблачно до 21 градуса и без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем прямой эфир уфимского разворота на волнах «Эхо Москвы» в Уфе и в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом нам помогает. Трансляция в YouTube есть, чат работает, также работает номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений +7 927 304 10 51. К нам сейчас присоединились два собеседника. Значит, во-первых, это Ильдар Фахретдинов, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и его доверительница, получается, Диана Теплова, супруга полицейского Андрея Теплова, который оказался в, скажем так, сложной непростой ситуации, вокруг него уголовное дело. И подробности вот этой истории сейчас мы у наших собеседников уточним. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем, наверное, с сути дела. Что случилось с вашим супругом, Диана? Да, здравствуйте. Да, меня зовут Диана. Я супруга Теплова Андрея, заместитель начальника отдела полиции по Уфимскому району. У меня уже нету, скажем так, сил молчать. Хотелось осветить данную проблему, потому что... Да, мы понимаем. Давайте к проблеме. У нас не так много времени, вот эти предисловия нам не нужны, по сути. Да. Угу. В настоящее время Следственным комитетом Башкирии расследуется уголовное дело в отношении моего супруга по обвинению в посредничестве о взяточничестве. По версии следствия, якобы Андрей получил в период с июня 2019 по февраль 2020 года от гражданина Киселева Александра, предпринимателя, 12,5 миллионов рублей для передачи неустановленным сотрудникам суда, прокуратуры и Следственного комитета за решение вопроса о прекращении уголовного дела. Так, коллеги, если вы там включили звук, радио или трансляцию, пожалуйста, уберите, эхо возникает. Хорошо, понятно. То есть сейчас на какой стадии это дело находится и в целом что происходит? Да, дело в том, что мой супруг сейчас находится в следственном изоляторе уже полгода. Ведется, скажем так, работа с Следственным комитетом, происходит грубая волокита. То есть за 2 месяца... Так, у нас какие-то неполадки небольшие со звуком. Пожалуйста, слушайте нас по скайпу исключительно. Никакие дополнительные трансляции не включайте. Хорошо, но вот хотелось бы с адвокатом, наверное, поговорить тоже, Ильдар Фахретдинов. Ильдар, вот об этом деле, особенности его, пожалуйста. Да, такие особенности. В феврале месяце задержали Теплова, все, наверное, видели, по всем каналам оно прошло, в передаче 12,5 миллионов якобы он был задержан. Фактически никакой передачи не было. На передаче непосредственно денежных средств он не был задержан. Обвинение Киселева строится исключительно на показаниях, обвинение Теплова строится исключительно на показаниях вот этого гражданина Киселева. Мы начали выяснять, кто он такой. В декабре 2020 года он был осужден Калининским районным судом по мошенничеству, схищению более 30 миллионов рублей. То есть он путем обмана похитил чужое имущество. И, значит, вторая статья у него была фальсификация доказательств. После этого его посадили реально почти на 4 года. И уже будучи заключенным под стражей, он начал давать показания о том, что якобы передавал ранее денежные средства Теплову Андрею. То есть показания все строятся исключительно, обвинение строится исключительно на его показаниях. Еще раз говорю, задержание при передаче наличных денежных средств не было никакого. Ну, а может быть, какие-то другие доказательства, я не знаю, должны же быть у следователей хоть что-то, кроме слов человека? А вот смотрите дальше, что происходит. После того, как он начинает оговаривать Теплова, в апреле месяце, вот по обвинению такого тяжкого преступления, как мошенничество в таком крупном размере, его в апреле выпускают на условный срок. То есть сейчас он находится на свободе. Более того, мы устанавливаем, что он меняется в совершении ряда особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности. Так, хорошо. Ильдар, вот... Рассматривается
У нас какие-то неполадки со связью, но да. В целом, вот у нас уже за эту неделю не первое дело, которое касается полицейского, бывшего уже, да, и мы видим, как... Кстати, да, он уволен с работы в итоге? Конфликты. Или продолжает быть штатным сотрудником? Сейчас за что? За что? Проблематика в этом деле... Ну что, у нас, к сожалению, неполадки какие-то со связью. Ну, не совсем у нас, я думаю. Ну, не знаю. Коллеги, еще раз вас прошу, пожалуйста, отключите лишние источники звука. Должен быть один микрофон, один динамик в скайпе. Все. Прямой эфир, что поделаешь, как говорится, бывают такие технические некие накладки. Так, коллеги, вы нас слышите? Ильдар? Да, мы вас слышим очень хорошо. Значит, продолжаю. То есть установлено, что Киселев обвиняется и в совершении преступлений, совершенных им с 2017 года, более 10 преступлений в отношении несовершеннолетних. Это 131 изнасилование, это статья 132 Уголовного кодекса насильственные действия сексуального характера и статья 133. Всего более 10 эпизодов. И по всем этим преступлениям он в настоящее время находится на свободе, что является вообще нонсенсом, поскольку в обычной практике даже если человек обвиняется в совершении одного такого преступления особо тяжкого против малолетних или несовершеннолетних детей, он всегда находится... Да, понятно. Уточните, пожалуйста, этот Киселев, он какое-то отношение к органам тех или иных силовым структурам он имел отношение или нет? Прямого, по крайней мере, официального? Нет, официально он являлся предпринимателем, занимался предпринимательской деятельностью. Может быть, какие-то обстоятельства любопытные вам, как защите, известны стали? Обычно же всегда возникает какая-то подоплека. Ну, как всегда, часто возникает некая подоплека, которая что-то может объяснить. Потому что у любого злоупотребления, наверное, должны быть мотивы определенные. Дело в том, что Киселев, находясь под обвинением в совершении таких особо тяжких статей на свободе, он в обмен на вот эту же свободу, да, почему человека не задержали, почему человека не арестовали? Да потому что он дает необходимые следствию и органам оперативных служб показания в отношении Теплова. Понял. Правильно ли я понимаю логику, довольно распространенную, на мой субъективный взгляд, что просто следователям может быть удобно, когда у них есть в руках, скажем так, раскрытое дело, возможно, в кавычках раскрытое, и, соответственно, они этой линии придерживаются, невзирая на весь здравый смысл? Ну, здравый смысл здесь один. Мы на стадии следствия неоднократно просили провести полиграф с участием самого Киселева, с участием Теплова. Теплов говорит, я готов пойти на полиграф, я готов доказывать свою невиновность. Но следствие нам отклоняет наше ходатайство и говорит, что нет, в этом нет необходимости. То есть следствие не хочет проверить показания Киселева, не хочет проверить показания Теплова на полиграфе, значит, видимо, им достаточно того, чтобы обвинять Теплова Андрея только лишь на вот этих голословных показаниях Киселева. Еще раз говорю, Киселев, по нашему мнению, дает данные показания только с целью идти от уголовной ответственности по более тяжким преступлениям. Есть ли какие-то свидетели по этому делу, сторонние граждане, скажем, которые могут в ту или иную сторону что-то пояснить? Да, есть непосредственно еще один участник данного процесса, он также содержится под стражей, товарищ Бахтизин. Вот недавно была очная ставка, в ходе которой Бахтизин пояснил, что никаких денег Теплову он не передавал. То есть Киселев говорит, я деньги передал Бахтизину для передачи последующей Теплову. Посредник Бахтизин говорит, никаких денежных средств я не передавал. Значит, ничего подобного не было. На какой стадии сейчас все находится? Какие прогнозы по поводу завершения расследования, передачи в суд? Прогнозов пока никаких нет. Диана уже сказала, что дело заволокичено. Но вот смотрите, реально следствие идет 6 месяцев. Работа с Тепловым Андреем происходит с периодичностью раз в месяц. То есть с ним фактически вот за последние 2 месяца никаких практически следственных действий не производилось. Следствие явно тянет время для того, чтобы оказать давление на Теплова. Вот он же сидит под стражей, и вот они тянут время, постоянно продляют
сроки следствия, обращаются в суд о продлении срока содержания под стражей. И мы считаем, что это их работа не обоснована. Они ничего не делая, просто содержат человека под стражей. Да. И вот на днях будет очередное судебное заседание по рассмотрению вопроса о содержании под стражей. Мы, конечно, будем ставить вопрос о неэффективности предварительного следствия, о волоките произведенной. Посмотрим, какое решение примет суд. Еще один вопрос задам. В таких ситуациях, когда речь идет о довольно высокопоставленном все-таки сотруднике полиции, наверное, имеет значение послужной список, я не знаю, отношения коллег, руководства, которые как-то ходатайствуют, ходят в суд, просят о чем-то. Есть ли подобные примеры? Безусловно, Андрей длительное время проработал в органах полиции. Он имеет очень много наград, поощрений, благодарностей, медалей. Человек всю жизнь, он из династии полицейских, у него отец работал в полиции, он продолжил эту династию. И за все время службы к нему не было никаких нареканий. Он только рос по службе, понимаете? Вот человек живет очень скромно в однокомнатной квартире. Семья у него, супруга, дочка, родители. Никаких негативных моментов в его прошлом никогда не было. Я еще раз повторяюсь, вот это обвинение в получении денежных средств для последующей передачи взяткам не установлено, повторяюсь еще, следствие не установило, кому Теплов хотел передать взятки. Вот этого вообще в деле нет. Значит, строится лишь на показания человека, обвиняемого в совершении этих других особо тяжких преступлений. Когда человек обвиняется, и ему грозит, там же по каждой статье от 8 до 15 лет Киселеву грозит. По каждой статье, по изнасилованию, по 132, и человек, который обвиняется в совершении этих особо тяжких преступлений, он готов, заключить сделку с дьяволом, продать, можно сказать так, в кавычках, родную мать. В общем, да, это логично. Так, вы сказали, суд в ближайшие дни. На свободе, да, здесь логика понятна, если это все так. На днях, я так понимаю, суд по продлению меры пресечения, так ведь? Да, он будет на днях, на этой неделе вопрос будет рассматриваться судом. Ага, вы будете ходатайствовать о чем? О переводе под домашний арест или вообще отмены пресечения хотите добиться чего? Безусловно, мы будем просить суд отказать в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в связи с тем, что дело заволокичено, в связи с тем, что не представлено убедительных доказательств причастности Теплова Андрея к совершенному преступлению. И будем просить изменить на более мягкую меру пресечения. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе домашний арест и иные мягкие меры пресечения. Понятно. Спасибо вам, спасибо за подробный рассказ. Так или иначе, несмотря на сложности, мы справились. Я напомню радиослушателям, что на прямой видеосвязи с Уфимским разворотом была Диана Теплова, супруга обвиняемого полицейского, и их адвокат Ильдар Фахриддинов. Я думаю, что эта тема теперь у нас появится в повестке, довольно-таки запутанной. Чем-то она мне напомнила историю с убийством топ-менеджера УМПО Юрия Яшина, где его коллегу Сергея Евстафьева, по сути дела, уже приговорили. И из того, что я, по крайней мере, знаю, в основном это обвинение строилось из слов другого человека, в общем, репутация которого, мягко говоря, вызывает вопросы. Который, кстати, отказался от своих слов. Это немножко в эти дела вносит разницу, но все-таки очень похоже. Да, мы сейчас поменяем тему и созвонимся с Аллой Яковлевой. Общественница, нашим постоянным радиослушателям явно известная, которая борется против незаконной, по ее мнению, деятельности застройщиков, в нескольких точках города поддерживает протестующих жителей. И Алла Яковлева вчера, значит, она, во-первых, выдвинула свою кандидатуру как самовыдвиженец на выборы депутатов Горсовета, которые в сентябре пройдут. Вчера состоялось заседание городской избирательной комиссии, и где забраковали 22 подписи, которые Алла принесла вместе с остальными, там их больше 200. И так получилось, что одного голоса Алле не хватило для того, чтобы быть зарегистрированным кандидатом. Алла с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро, Айдар. Доброе утро, Уфа. Доброе утро, Алла. Скажите, как же так? Вот вам подписи-то собрать всего ничего надо, а вы аж 22 подписи подделали. Вы знаете, подделали подписи. Вы знаете, я считаю, что это плевок в лицо людям, электорату, избирателям, гражданам города, гражданам, которые выдвигали меня. Ведь не настолько я
планировала, собиралась стать депутатом горсовета, насколько это просили меня об этом люди. Вот, вы знаете, тут ситуация совершенно абсурдная. Один с подписей якобы МВД дает данные о том, что люди там не зарегистрированы, что у него фамилия не такая, да, там у человека есть подряд 3 согласных буквы. ЗТД. Сиростудинов. У человека такая фамилия, и у него жена с такой фамилией. И у жены подпись нормальная, а у мужа вы не тех ненормальная. людей, Алла, выбираете в качестве подписантов. Конечно. Надо попроще фамилии выбирать. А мертвых душ нету случайно? Тех, кто якобы умер по данным МВД, но за вас подписался? Ну, пока нет, пока не к счастью, обнаружено. так, Не знаю, да. может быть, еще будут какие-то сюрпризы. В этом цирке я ничему не удивлюсь, честно говоря. Как в целом были обнаружены эти нарушения, по мнению городской избирательной комиссии? Ну, во-первых, городская избирательная комиссия нарушила мое право уже в том, что они меня не пригласили непосредственно на саму экспертизу. Они меня пригласили на комиссию, на которой поставили меня перед фактом, что якобы эксперты, которые проводили проверку этих подписей, вот выявили вот это и вот это. Они выявили то, что в 12 подписях якобы схожие с другими подписями или не проставленные рукой не этих жителей, а не по неустановленным лицом. То есть они за дураков, что ли, людей держат? А для чего? А цель-то какая? И 11 подписей не соответствует тому, что вот данные МВД дали. Во-первых, в МВД старая база данных, уже у 5 человек я взяла паспорт, ксерокопию, о том, что подтверждение, что люди зарегистрированы там, так вот уходят, у этих людей паспорта недействительные. А почему это проявляется только тогда, когда люди свой голос отдают за самовыдвиженца? Почему не всплывает эта информация бредовая, когда они берут ипотеку, когда они получают загранпаспорт и когда они вылетают за границу, на территорию России пресекают? Вот человек, женщина, 13 декабря 2018 года зарегистрирована по адресу, а она числится незарегистрированной там. Как же так? Людей вызвало такое возмущение. Возмущение не только тех людей, которые попали в список тех, кто не зарегистрирован. У одного человека организация зарегистрирована по этому адресу. Юрлицо, он там является директором. У людей вызвало со всего города реакцию бурную. Это люди мне звонят. Говорят: Алла, как же так? А за кого теперь голосовать? Они меня спрашивают. Я так пошутила, говорю: давайте проголосуем за Надежду Яковлеву и заставим ее работать. Это любопытный вариант. Смотрите, вы, получается, сейчас, вам, точнее, не хватило буквально одной подписи, да, ведь, чтобы быть зарегистрированной? Формально, по крайней мере. В какой-то степени да, а в другой степени, смотрите, там должно быть, я уже потом я же познаю, это же для меня что-то, немножко новое. Я уже вот в Дмитриевском сельсовете прошла, но там вот такого не было, таких препятствий. Поэтому там мне такие вещи не сталкивались. Что кандидату, который сдал подписи, допустимость есть на ошибку 5%. Если брать в расчет ошибки МВД, которые выдает, кривая база МВД. МВД бы сами сначала начали бы у себя порядок понавели и работали бы как положено, и не было бы таких проблем у людей. И если брать в расчет ошибки МВД 11 подписей нелегитимных якобы, это 4,8%, и я прохожу. Но наши уважаемые, в кавычках, эксперты придумывают историю для того, чтобы меня не допустить. Они придумывают еще 12 жителей, из них, один из них попал еще в базу МВД, то есть 11 плюс 12 это 23, и минус там 1, так как он в 2 нарушениях участвует, это 22. 22 подписи недействительны. Вот, то и этого достаточно, 4,8% ошибок. Понятно. Это Алла, дает этот процент. вы сами собирали, вы, в принципе, ручаетесь, готовы сказать, по крайней мере, вот на словах, что там все чисто? Я принимала участие в сборе этих подписей. Всего несколько человек есть, к которым я лично не пришла. Этих людей знаю. А они попали в разряд тех, кто не прошел проверку, или наоборот, их как раз зарегистрировали? Ну, вот парочка попали. Я допускаю, что 3, возможно, я просто вчера обошла этих людей, не ко всем я попала. Вот по 5 людям я нашла подтверждение тому, что их подписи настоящие, их прописки настоящие, то есть, фамилии настоящие. В целом это было бы достаточно для того, чтобы вас зарегистрировали. А люди готовы об этом говорить публично, что я такой-то гражданин, я подписался за Аллу Яковлеву, в чем дело? Говорят, вы знаете, у одного человека, вот вообще у тех, кому я пришла и сказала, что их подпись вот такая, да, вызвало такое возмущение, те, кого я дома застала. Один говорит, что это просто беспредел. Это говорит о том, что вот говорят на выборах, идите на выборы, каждый голос важен. Кому нужен этот голос? У людей это вызывает возмущение, за нас все решили. Очень часто, знаете, слышу такую фразу, что этот кандидат уже согласован.
Вы знаете, я считаю это вообще неправильным, и они говорят об этом в открытую, они не боятся, потому что, согласован с кем? С кем согласован? Кандидат должен согласовываться с жителями города, с электоратом. Да, Вы понятно. знаете, такие проблемы, Мы все понимаем, Алла, давайте сейчас по делу все-таки. Вы дальше что хотите? Как-то это все обжаловать? Ведь и процедура проверки подписей была без вас. Вы на это право имели, так ведь? Конечно, да. Уже члены комиссии вообще нарушают постоянно, всю дорогу нарушают мои права с самого начала. Они нарушают Алла, мои скажите, права. вы вчера заявляли о том, что планируете подать иск в суд. Сделано это было уже или вы только планируете? Нет, еще, смотрите, официального решения по тому, что они не допускают меня до выборов, еще нет. Но оно будет. Это решение, оно будет до 30 числа включительно. Я вчера узнавала. Это будет второе заседание комиссии, на котором, опять-таки, меня только известят, потому что мне не хватает голосов. Это мне То есть и так потом уже понятно. вы потом подаете в суд и скажите, вот это оставшееся время, достаточно ли будет его для того, чтобы одержать победу в суде и начать эту предвыборную кампанию уже в полную силу? Или времени уже нет и не получится, как вы считаете? Сроки короткие, рассмотрение 5 дней. С момента подачи. Да, действительно, это делается для того, чтобы украсть мое время для агитации. Но вы знаете, эта ситуация делает меня еще масштабнее. Алла, Если год назад... несколько секунд, я прошу прощения, у нас времени не осталось. Надежду Яковлеву зарегистрировали? Да, зарегистрировали успешно. Все подписи у нее подошли. Все у нее прекрасно. И моего ПСГ не допустили до проверки ее подписей и вообще до ее документов до сих пор еще добраться никак она не может и не допускают. Ясно. Делается все это специально. Спасибо большое, Алла Яковлева, общественница, была с нами на связи. Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев, Никита Полянин. Услышимся, до свидания. До свидания.